Бисмилля. Всем ассаламу алейкум рахматуллаху баракату. Сегодня я хотел бы вам рассказать о славном и достойном сыне ногайского народа из племени Мангыт о Эдыге. Из источников нам известно, что Эдыге в 1391 году основал Великую Ногайскую Орду. Он также является основоположником, родоначальником известных русских дворянских богатейших родов, таких как Юсуповы, Урусовы, Кутумовы, Шейдяковы, Байтерековы, молдавские князья Кантемиры и множество других. Нам известно, что у Эдыге было около 20 сыновей. Самые известные из них это Нурадин, Мансур, Гази, Мубарак-Шах, Кейкубат и многие другие. Эдыге прожил очень достойную жизнь. У него было много взлетов и падений. Он родился в восточно-дашты-кипчакских степях в 1352 году, а умер в начале 15 века в 1419 году. По о нем, о его славе сложен одноименный ногайский эпос Эдыге. Согласно эпосу, отцом Эдыге был Кутлукая. Вадим Винцерович Трипавлов, доктор исторических наук, называл отцом Эдыге Балтычака, Бекрербека при золотоордынских ханах. Но это мнение, согласно новым выявленным восточным источникам арабо-персидских, является недостоверной. Основываясь на ногайском эпосе, предок, отец Эдыге был Кутлакая, и согласно новым известным нам восточным источникам, предком Эдыге был мангытский полководец Янжи, в ногайской этимологии Аншибай. Он был полководцем у эмира Ногая в 13 веке в Крыму, Северном Причерноморье. И спустя почти полтора века Эдыге возродил имя Ногаев. Ведь он помнил, что его предки служили, будучи мангытами, служили хану Ногаю. Нам известно, что Эдыге около 16 раз воевал, собирал войска и воевал против Тохтамыша. Это были огромные сражения, где с двух сторон были Ногаи. Со стороны Тохтамыша и со стороны Ногая, Эдыге. Огромные армии, возглавляемые Эдыге Тохтамышем. Так вот, арабский историк Ибн Арабшах оставил описание Эдыге. Эдыге он был смуглым лицом, пишет Арабшах, среднего роста, плотного телосложения, отважен, высокого ума, щедр, с приятной улыбкой, меткой проницательностью и сообразительностью, любитель ученых и достойных людей. Эйдеге сближался с благочестивыми и факирами, беседовал с ними в самых ласковых выражениях и шутливых намеках, постился и по ночам вставал на молитву, держался за законы шариата, сделав Коран и Сунну до изречения мудрецов посредником между собою и Аллахом Всевышним. Нам известно, что он был мусульманином, призывал народ к исламу, строил мечети. Де Главиха, европейский автор Де Главиха, его называет деятелем королем. Нам также известно, что когда Тамерлан в 1395 году пошел через Южный Дагестан, через Ширван, Дербент на север против Тохтамыша, Эдыге заблаговременно предупредил ногайский народ, и Ногаи вместе, все племена Ногаев ушли на территорию северо-западного Казахстана. По одной из версий, именно поэтому Ногаи как народ, как государство возродились, создали государство Ногайскую Орду не на Северном Кавказе, где должны было быть основана Ногайская Орда, а на территории западного Казахстана, потому что во время похода Тамерлана Эдыге увел свой народ. Во время похода Тамерлана были разрушены ногайские города на Кавказе, это и Маджары, Татартуб. Они были стерты в ноль, и он надвигался на Астрахань. И благодаря Эдыге ногайский народ остался нетронутым. В одной из битв Эдыге убил Тохтамыша. Но вскоре, в 1419 году, в начале 15 века,
Эдиге убил, уже отомстив за смерть отца, Эдиге убил Хадыр-Берды. Он был сыном Тахтамыша, получается, и сыном э, Хадыр-Берды, который убил Хадыр-Берды, который убил Эдиге. Он был сыном Тахтамыша и сыном Черкешенки, Кабардинки. В 1391 году Эдиге основал Ногайскую Орду. В 1395 году он увел ногайский народ от сражения с Тамерланом, спас ногайский народ, увел его на территорию между Волгой и Уралом. Затем в 1399 году случилась битва на реке Ворскле. В одной из битв Тахтамыш уходит к Витовту, Великое княжество Литовское. Вот зачитываю у Исы Копаева. Эдиге предпринимает много усилий для возрождения Золотой Орды. С этой целью он требует от польско-литовского государства выдачи Тохтамыша, в результате чего обостряются отношения с этим государством. Хорошо известный в истории знаменитый полководец Витовт выступает с войском и сторонниками Тохтамыша против Золотой Орды. Против него выступает и Эдиге с Тимур-Кутлугом. Тимур-Кутлуг является племянником Эдиге. На реке Ворскле в 1399 году состоялась кровопролитная битва, из которой победителем выходят Эдиге и нагайцы. В этом сражении погибают известные польские и литовские дворяне, много русских князей и даже немецкие рыцари. В это время польско-литовское государство активизировало свои действия в восточном направлении и подчинило себе многие западные и южно-русские области. Историки отмечают на заслугу Эдиге при остановлении экспансии на русские земли. Николай Карамзин. Можно уверенно сказать, что победив Великое княжество Литовское и разгромив его союзника в виде Тевтонского ордена, польского ополчения, Эдиге, можно сказать, что спас нынешнюю Русь, Московию. О Эдиге можно говорить очень многое. По сообщению Деглавиха, того же европейского автора, в то время битвы на реке Ворскле у Эдиге было 200 тысяч всадников, нугаев. И на стороне Витовта, когда Тохтамыш ушел после проигрыша, когда он проиграл Эдиге, он вместе с 40-тысячным войском нугаев ушел в Великое княжество Литовское. Если честно, о Эдиге можно слагать целые легенды. Так, у нагайцев сложился одноименный эпос Эдиге, он так и называется, эпос о Эдиге. Также эпос о Эдиге распространен среди всех народов Евразии практически. Он известен среди казахов, татар, башкир, сибирских татар и даже среди наших братьев-черкесов. У субэтноса кабардинцев, восточных черкесов, есть даже эпос об Эдиге. Они тоже верно хранят память о нем. Эдиге погиб в 1419 году, как я уже ранее говорил, в битве против Хадыр-Берды, сына Тохтамыша. Хадыр-Берды являлся сыном Тохтамыша и сыном Черкешенки Кабардинки. Он отомстил за отца, которого убил Эдиге. Говорить об Эдиге можно еще очень многое, но я на этом, пожалуй, закончу. Всем ассаламу алейкум.